Для журналистов немного скучно, когда интриги нет совсем. Однако объективности ради ее мало кто ожидал в этот день на партийной конференции «Единой России» в Казани. Действующий президент всегда фаворит. А действующий президент Рустам Минниханов в Татарстане языком спортивных комментаторов убивает интригу. В этом плане более чем достойная кандидатура министра транспорта и дорожного хозяйства Ленара Сафина выглядела больше формальной, чем реально конкурентной. Впрочем, для Сафина участие в праймерис стало хорошим поводом рассказать о достижениях веренной ему отрасли. Есть чем гордиться. За более чем 10 лет у руля транспортного комплекса республики построено более 2500 региональных дорог. Это расстояние больше, чем от Казани до Новосибирска. 50 мостов. 449 населенных пунктов соединены дорогами с твердым покрытием. Еще раз выражаю признательность партии и хочу сказать, что я человек команды Минниханова, и весь мой накопленный опыт и знания будут направлены на реализацию тех задач, которые поставили передо мной республика и наш президент. Выступление действующего президента Татарстана Рустама Минниханова было более обстоятельным. Он отметил, что к своему столетнему юбилею республика подошла в качестве одного из наиболее развитых и самодостаточных субъектов федерации. За последние десятилетия валовый региональный продукт вырос на 28,7%, объем промышленного производства на 38,2%. Ну и самое главное, у нас качественно изменилась структура промышленности, обрабатывающая доля, сегмент обрабатывающего сектора составил уже 70%. При этом, как подчеркнул Рустам Минниханов, экономические достижения не самоцель, а лишь инструмент для решения нашей главной задачи – повышения качества жизни граждан. В этом плане нам есть что сказать татарстанцам, заключил президент, и перечислил. За прошедшие десятилетия построено 239 детсадов, 62 школы, отремонтировано 1313 образовательных учреждений, 207 поликлиник. Построено более 1000 спортивных объектов. Продолжительность жизни в Татарстане выросла на 4 с лишним года, превысив 75 лет. Республика и дальше собирается идти по выбранному пути созидания и социально-экономических реформ, в основе которых человек. Заботу о людях и развитие человеческого капитала, формирование комфортной среды для жизни, создание возможностей и условий для самореализации, развития экономики и предпринимательства. Я вас хочу уверить, что то, как организованы дела и в целом жизнь в республике, это на самом деле вызывает у многих добрую, но у кого-то, может быть, и недобрую зависть далеко за пределами Татарстана. И очень важный момент, конечно, это тот стресс-тест, который в этом году вся страна, весь мир прошли в связи с пандемией коронавируса. И то, насколько четко все было организовано в республике. Забота о гражданах – это основа, к которой прикладывается и промышленность, и экономика, и так далее, и так далее. Внятных программ других кандидатов, к сожалению, мы не увидели. Это, может быть, еще проявится, но такое ощущение, что политический процесс в Татарстане, он сейчас, из когда-то такого сложного стал достаточно ясным. Я думаю, что Минниханов эффективный лоббист. Давайте прагматически называть вещи своими именами. Татарстан достаточно успешно формулирует и отстаивает свои интересы на федеральном уровне. Удалось создать достаточно эффективную административную систему, которая не вызывает острых политических кризисов. Небольшие политические кризисы возникают всегда и страшно, если их вовсе нет. Да? И в то же время сохраняется ориентир развития. В этом программном выступлении Минниханова каждый мог найти что-то близкое ему. Президент много говорил об экономических приоритетах, продолжении программы по созданию комфортной среды обитания. В частности, упомянул проект «Наш двор». Отдельно затронул тему поддержки старшего поколения и начинаний молодых людей. Сегодня было очень круто услышать, что молодежь сегодня находится на острие прогресса в Республике Татарстан. И очень было интересно проследить то, что красной нитью через все выступление Рустама Нургалиевича проходит заинтересованность молодежи в молодых кадрах в республике. Молодежь не говорит следующие слова: «Я доучусь и уеду в Москву». Я поеду в Москву учиться. В Татарстане есть чем заниматься молодежи. Это так здорово.
То есть в Татарстане созданы условия для полноценной жизни людей, которые рождаются здесь, вырастают, взрослеют, рождают своих детей, доживают свой век. То есть такая полноценность, такая политическая самостоятельность, это вот очень важное федеральное такое качество республики. Оно, конечно, подкупает. Он умеет выстраивать отношения как внутри республики, так и вне республики. Очень хорошие отношения с федеральным центром. И это здорово. Это здорово, это его сильная черта. Он и менеджер, и хороший переговорщик, и хороший экономист, как вот сегодня коллеги сказали. Поэтому, мне кажется, это сильный кандидат. Ну, посмотрим, как другие кандидаты себя покажут, поскольку конкуренция тоже быть должна. Тайное голосование по факту выглядело как подтверждение мандата доверия партии «Единая Россия» действующему главе республики. Своего выбора никто особо и не скрывал. Поэтому результат стал предсказуемым. Большинство за Рустама Минниханова. Нам всем нужна стабильность, нам нужно движение вперед. Программа, которую президент озвучил, она нужна для людей. Это программа созидания и развития. Мы очень рады, потому что мы знаем, сколько сделал и делает наш президент для республики. И очень хотели, и очень надеемся, что в ближайшие 5 лет наша республика будет процветать, развиваться во всех отношениях. Тимур Бекмурзин, Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.